штабе постоянно проводятся различные мероприятия. И сегодня деловой клуб «Масштаб» организовал встречу, на которой будет обсуждаться продвижение бизнеса в интернете. Сегодня 5 апреля. Мы организовали открытую встречу в деловом клубе «Масштаб». Сегодня главный спикер вечера Рустем Акзямов. Он расскажет о продвижении бизнеса в интернете, поделится своим опытом, расскажет свои фишечки, интересные моменты и, надеюсь, всем понравится. Сегодняшняя тема – запуск проекта в интернете пошаговый алгоритм. Я буду очень рад, если сегодня, выйдя отсюда, вы сами сможете в интернете рассказать другим людям о том, чем вы занимаетесь, то, что вы любите, и заработать на этом. В целом эта тема актуальная для нас, потому что, я, конечно, уже немножечко, наверное, такого возрастного поколения. Вот более молодое поколение, оно выросло на Инстаграме, на ВКонтакте, на Фейсбуке, в социальных сетях. Поэтому для них все эти социальные сети – это уже как некая среда обитания. Я регулярно посещаю штаб и узнаю много интересной информации, много интересных навыков, которые применяю в своей жизни. Шаг первый. Первое, мы смотрим, есть ли спрос на наш продукт, на нашу услугу, на наш товар в интернете. Действительно, да, очень важно, когда мы что-то делаем, чтобы мы это любили, чтобы это нам нравилось. Но при этом также важно, чтобы это еще было нужно другим людям. Сегодня мы рассмотрим такие темы, как продвинуть свой бизнес в интернете с минимальными затратами на рекламу, где найти надежных и ответственных подрядчиков, как сделать цену клика ниже в 5 раз, чем у конкурентов, и какими способами продвигать бизнес в соцсетях, таких как ВКонтакте, Инстаграм, YouTube, Facebook. То есть, если человек в Яндекс набирает «купить каркас за лестницу», значит, у него горит, значит, у него там уже строители ждут, там, давай нам лестницу, нам надо уже строить, да, то есть. Или, например, вы стоите там около дома, у вас там ключ сломался, застрял, вы смотрите вскрытие замков, у вас тоже горит уже, вам надо срочно. В соцсетях по-другому, спрос у вас еще не сформирован. То есть человек зашел в соцсеть посмотреть там фотки друзей, пообщаться и так далее, но никак не искать товары, поэтому нужно его заинтересовать своим объявлением. Что касается сегодняшней презентации, мне кажется, она была очень информативной, как бы неспроста столько людей с телефонами, да, то есть там сидели, снимали, кто-то даже в заметочках оставлял какие-то, значит, умные мысли, умные ссылки на сайты. Когда вот мы составляем это объявление, еще важно его немножко все-таки завернуть в какую-то красивую обертку. Для этого есть такой сервис glавред.ru. Вы свое объявление берете, вставляете в этот сервис. Этот сервис вам подсказывает, что с вашим текстом не так. Например, у вас есть там слова-паразиты определенные, он их подсвечивает. Есть какие-то конструкции, которые слишком тяжелые, там запятые, обороты, там где причастны и так далее, которые вот мешают восприятию. Он тоже их подсвечивает и предлагает правильный вариант. И этот сервис, который прям вообще кладезь просто, это как будто у вас есть главный редактор, которому вы отдаете свой текст, он вам возвращает все там с перечеркнутыми вариантами. Есть на самом деле разные формулы, нужно лишь на самом деле отталкиваться от того, что интересно клиенту. Вот, есть такой фильм «Что хочет женщина», и там есть такая сцена, где человек, герой фильма, он показывает рекламу кроссовок Nike, но он показывает их с точки зрения того, зачем женщинам нужны кроссовки. Собираясь на пробежку, вы не становитесь перед зеркалом и не думаете, понравится ли ваш наряд асфальту. Вам не нужно выслушивать его шутки и смеяться в ответ. Вам не стало бы легче бежать, будь вы одеты откровеннее. Асфальт не замечает, накрашены ли у вас губы. Ему все равно, сколько вам лет. Вы не испытываете неудобства, что зарабатываете больше. И вы можете встретиться с ним, когда сами этого захотите. И не важно, сколько времени прошло, день или всего пару часов после свидания. Самое главное, чтобы вы время от времени выходили на пробежку. Nike – это не игра, это спорт. Победа! Зацепила. Они попали в точку. Что нужно подписать? Почему вообще видеоролик? То есть вот есть фото, есть видео. Почему видео использовать лучше, как вы думаете? Напоминает жизнь больше, живое общение, воздействие больше. Да.
Да, видео должно быть цепляющее, но на самом деле просто видео интереснее смотреть. Вот так. Просто интересно смотреть видео. Потому что когда вы листаете ленту, у вас везде фотки, 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 и когда какое-то видео есть, вы просто останавливаете и смотрите, что там происходит. Есть ограничения у соцсетей, например, у Инстаграма это минута для поста и 15 секунд для рекламы сторис. ВКонтакте этого ограничения нету, то есть вы можете хоть на 3 минуты сделать ролик, но на самом деле больше минуты делать очень не рекомендую, потому что досматриваемость вашего ролика будет иногда очень сильно снижаться. Но это вы можете увидеть по статистике, сколько людей, сколько процентов вашего ролика смотрят, но по статистике они смотрят не больше, чем минуту. Поэтому минуту надо уложиться, но это на самом деле достаточно. Я на масштабе второй раз. В целом я являюсь очень активным участником движения «Штат Татар». 4 года назад я первый раз пришел сюда, был очень удивлен сначала, потом, конечно же, мне это все понравилось, было так интересно, такое классное общение, нетворкинг, новые друзья, новые знакомства. Действительно, это целое движение. Когда вот только начинаешь изучать рекламу, сразу хочется зайти в рекламный кабинет, начать настраивать, запускать и так далее. Реклама неэффективная получается, бюджет сливается, и человек думает, что реклама не работает и больше не занимается рекламой. Поэтому, когда мы хотим настроить рекламу, мы не начинаем с того, чтобы зайти в рекламный кабинет и сразу начинать настраивать рекламу. Даже если у нас есть уже видео и есть текст, мы должны определиться с целевой аудиторией, кому мы будем показывать нашу рекламу. И для этого есть такой инструмент, как интеллект-карта. Инструмент называется X-Mind, можно с помощью него делать карту мысли. В центре у нас название проекта, конкурс молодых вокалистов «Новый голос», портрет целевой аудитории во ВКонтакте. И дальше уже идут ответвления. Например, это жанры конкурса. И вот теперь у нас появилось представление, кому мы будем показывать нашу рекламу. После этого переходим в рекламный кабинет во ВКонтакте. И вот если мы сделаем вот этот шаг, если потратим время, побрейнстормим вместе с командой или с заказчиком, то у нас вот последующая реклама будет очень-очень намного эффективнее. Мы регулярно проводим встречи в рамках делового клуба, и мы очень быстро растем, к нам постоянно приходят новые люди. Нас очень радует, что мы создали такую площадку, где татарские предприниматели получают возможность знакомиться друг с другом, находить полезные контакты. Ну, хотелось бы сегодня задать, чтобы все подружились, позитивно были настроены, были как-то настроены друг другу помогать. Мы вот ведем такое кадровое, значит, тоже направление. Ну, это вот у нас на сайте, почитайте. Расскажите своим друзьям про наши фильмы, расскажите своим друзьям про наши сайты. Мы решили создать такую платформу, где каждый, кому что-то требуется, мог бы найти это или предложить свои услуги, или свою помощь, или если кому-то требуется помощь, чтобы он смог ее найти. Таким образом, мы сейчас работаем над созданием сайта, где каждый из вас смог бы зарегистрироваться и описать, чем он занимается, чем он может быть полезен или чего он хотел бы получить от нас. Действительно, вот первое мероприятие, которое было пару недель назад, мне понравилось, во-первых, тем, что мы сидели не просто общались, а у нас была какая-то общая тема, мы послушали, мы получили некий фидбэк, подчеркнули что-то новое. Если у вас есть сайт, вы можете размещать код, который позволяет показывать рекламу вашим посетителям в разных соцсетях. ВКонтакте, в Фейсбуке, Инстаграме. Вот у вас было когда-нибудь такое, что вот вы зашли на какой-нибудь сайт, а потом у себя видите рекламу там во ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, там, в Яндексе, в Гугле. То есть реклама как будто бегает за вами, догоняет вас. Поэтому реклама становится, скажем так, тем местом, где они черпают какие-то новые идеи, новую информацию. Поэтому я считаю, данная презентация и сегодняшний вечер для меня казался очень интересным. И я надеюсь, каждый из нас подчеркнул что-то новое. Мы ждем продажи, но не всегда клиент равно продаже. На самом деле, реальность от этого далека, на самом деле, очень далека. Мы привели клиента, и дальше нужно ему продать. И мы можем много примеров видеть. Я сейчас вам покажу реальные примеры тех звонков, которые приходили в компанию, то есть которые поступали в компанию. То есть люди действительно видели эту рекламу, заинтересовывались, звонили, но при этом они не получали то, что хотели. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. У вас можно заказать рекламу? Да, можно. У вас что?
В смысле, что? Ну, что нужно пиарить? Компания новая сейчас вот только открылась, запускаемся, называется «Чистый дом», то есть мы занимаемся дезинфекцией, уничтожением крыс, клопов. Я просто там делал енотов, там, которые вирусный ролик, там они бегали, крушили офис, там. Мы смотрим крыс, так же делать. Да, там есть схема, как пойти, как проехать. Так, секундочку, милиция. А, вы за рулем, что ли? Ну, конечно. Я пришел, не еду. Человек удивится, насколько. Ну, я просто думала, что, может быть, это в ваших интересах мне позвонить, напомнить, чтобы клиента не потерять. Ну, не знаю, у нас такой услуги нет. Знаете, к сожалению, у нас такой функции нет, что у нас вот один специальный телефон есть, вот, и он как бы так просто не звонит, он на входящий работает. Ничего себе. В любое время это можете сделать. Ну, только как бы, если даже я оставлю, то вот менеджер регистратора, он такой очень веселый, он забудет просто это сделать. Ага. Ну, понятно. Хорошо, ладно, тогда самой, да, мне, если что, вы звоните. Маркетологи, ну или те, кто приводит трафик, они говорят, у вас продажники не умеют продавать. А продажники говорят, у вас вообще какие-то лиды неправильные, там, клиенты, ну, вот эти заявки неправильные, то есть не соответствующие. Концы найти сложно, но на самом деле есть решение, которое позволяет, ну, так скажем, увидеть, ну, так скажем, какую-то ясную общую картину того, что происходит в компании, откуда приходят лиды, какие они, как происходит с ними взаимодействие. И эта система называется CRM. Вот без CRM как обычно происходит, схема работы без CRM. Есть у нас сайт, человек зашел на сайт, он там позвонил нам как-то, вот телефония включается. В соцсетей, кстати, тоже можно в CRM заявки получать с мессенджеров. То есть система единого окна, причем в одном интерфейсе. То есть клиент мог сначала написать нам в WhatsApp, потом он мог нам почту отправить, а потом мог еще позвонить. И все это можно видеть в одной карточке клиента. Очень удобно. Для этого нужно CRM. Очень хорошего вечера всем, хорошего настроения позитивного. Давайте все вместе подружимся, давайте, уходя отсюда со всеми телефонами, контактами, значит, будем уходить как одна семья, так сказать. Вот татарская семья в Москве. Приходите в штаб. Вам здесь все будут рады. Вы получите бездну удовольствия.